Были попытки того, чтобы рассмотреть данное судебное заседание без его участия, однако по нашим возражениям и было заявлено несколько отводов. В результате суд по собственности вынужден был отложиться на другой день. Мы считаем, что постановление, которое было вынесено первой инстанции, оно является в корне незаконной. В своей апелляционной жалобе мы все это изложили, о том, что идет именно грубое нарушение статьи 78 норм конституционного права. И считаем, что это недопустимо, потому что это идет очень плохая судебная практика. Это если коснулось непосредственно Асылбека Шариповича, который является действующим депутатом, в отношении простого населения, простых людей, данная норма будет нарушаться еще больше, будет усугубляться также положение и судебная практика по рассмотрению уголовных дел. Объективность в судах и правоохранительных органах также она будет гнить, ухудшаться, и народ просто вынужден будет бежать с страны, потому что правовой беспредел, который допустила первая инстанция при вынесении постановления об избрании меры пресечения. По Зулпухару ничего не могу сказать, потому что не является моим подзащитным. Я непосредственно работаю по Асылбеку Шариповичу, то есть по материалам Асылбека Шариповича, то, что касаемо, я могу ответить. На какой срок отложили? Процесс отложен на 23 число к 11 часам этого месяца. Да, 23. Да. Да. Ну, сейчас будем смотреть. Вот мы подали, все свои доводы уже изложили в апелляционной инстанции. Суд просили отменить и избрать иную меру пресечения. Да, конечно, мы готовы разбираться по материалам досудебного производства, которые сейчас рассматриваются в ГКМБ Кыргызской Республики. Мы намерены доказывать свою позицию о том, что Асылбек Шарипович не является преступником, то есть в его действиях не имеется, то есть отсутствует полный состав преступления, который якобы меняется, не имеется ни последствий от его действий. То есть он действовал строго в рамках закона, установленного о статусе депутатов, руководствовался также Конституцией. Никаких в отношении него заявлений не поступало со стороны других депутатов о том, что он якобы оказывал давление на кого-либо. Также не было зафиксировано какой-то передачи денежных средств вознаграждения со стороны руководства Кумтора.